Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем на такую замечательную тему. Грозит ли вам какая-нибудь опасность? В ближайшее время. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, грозит ли вам какая-нибудь опасность в ближайшее время к моменту просмотра этого видео? Грозит ли вам опасность? Где соломки постелить, да? Первая карта покажет ваше текущее состояние, в каком аркане вы находитесь в момент просмотра. А дальше уже будем смотреть с вами. Вот по первой карте лучше всего ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Так, значит, первая позиция пингвин. Вторая позиция олень. И третья позиция снеговик. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, грозит ли вам какая-нибудь опасность? Такой небольшой расклад, но очень даже информативный, да? Так, пингвин первый. И первая карта – ваше текущее состояние, да, в каком аркане вы находитесь сейчас в жизни. Так, вообще у вас туз пентаклей, карта очень хорошая. Она, конечно же, показывает то, что сейчас у вас в жизни появляются большие шансы и возможности. Я вот это так вижу. И также карта показывает, что, может быть, идут к вам хорошие деньги. Вот в самом ближайшем будущем. Прям хорошие-прехорошие. Более того, вы человек, который может исполнить свои желания какие-то в ближайшем будущем. Вы человек, который может преуспеть в бизнесе, например. Или реабилитировать там, допустим, свое здоровье или свои отношения. Да? Итак, мы видим самую счастливую карту в колоде. Она вам досталась. Но при этом нужно посмотреть, а грозит ли вам какая-нибудь опасность. Интересно у вас, да? Туз пентаклей. Это же вообще... У вас еще вот туз перевернулся. Туз мечей. Новости какие-то идут. Демид вот у меня хрюкает. Итак, выкладываем. Грозит ли вам опасность? Так, мои дорогие. Смотрим внимательно. Грозит ли опасность? Ага, небольшая есть. Тут прям карты четко показывают. Первое, смотрите. 5 жезлов, 6 жезлов, королева пентаклей. Здесь, возможно, спор будет с женщиной, но вы в этом споре победите. В любом случае. Это не опасность, да? Но, конечно, когда побеждаешь в споре, там, не знаю, с подругой или с начальницей, или с сотрудницей по работе, или там, не знаю, с мамой или еще с кем-нибудь, если вы мужчина даже со своей любимой женщиной, то всегда есть опасность, что этот человек на тебя обидится. Обидится и затаит злобу, правильно? Правильно. Поэтому мотайте на ус. А вот следующая опасность уже такая более опасная. Потому что мир, 7 мечей и 3 мечей показывают то, что вас на расстоянии по интернету могут развести мошенники. Вы им отдадите деньги и будете очень сильно из-за этого переживать. И карты-то уже показывают, что при всей вашей удаче к вам могут идти большие деньги, большие возможности в жизни, но кто-то уже строит в вашу сторону коварные планы. Допустим, вам придет какая-то ссылка, вам покажется, что она нормальная. Вот как у нас в Германии рассылают, знаете, какие ссылки? Приходит СМС, и будто бы ваша посылка где-то там немножко застряла, и вот перейдите по ссылке, отследите свою посылку. Или вообще ты не знаешь про почтовое отправление, а оно тебе идет. Вы знаете об этой посылке? Вот так вот, что-то в этом духе. Ты нажимаешь ссылку, и все. Тебе там все карточки, все, конец фильма. Вот. Потом, значит, какие еще могут быть варианты? Звонок, естественно, как сейчас очень распространено, что там что-то случилось с вашим родственником, его могут забрать в тюрьму. Откупитесь.
и так далее. То есть, или вы участвовали в такой-то махинации, вас могут посадить, откупитесь, вот, и так далее, и так далее. То есть, также с квартирами сейчас стали обманывать. Вот у нас в Германии то, что предлагают очень дешевый вариант аренды квартиры, но внесите кауцион, это залог. Здесь без залога нельзя снять квартиру. Ты вносишь, и пропадают все. Владельцы, агентства, все. То есть вот вам нужно быть аккуратнее, вам нужно быть осторожнее, то есть у вас опасность обмана. Обмана от человека, который находится по интернету, да, или на расстоянии от вас. Ну, вот такой у нас ответ по первой позиции. Будьте внимательны. Теперь перейдем к позиции номер 2. Грозит ли вам какая-нибудь опасность? Олень. И первая карта — текущее состояние в момент просмотра. Отшельник. Ну, вы человек, который чувствует себя несколько отрешенно, одиноко, отдельно от других людей, да? Может быть, вы просто самостоятельный человек, ну, например, индивидуальный предприниматель. Или самозанятый человек. Или человек, который развивает сейчас отдельно там свое хобби. Отшельник показывает просто иногда путь духовного развития. То есть, когда ты увлекаешься эзотерикой или занимаешься духовным развитием. Но чаще всего это именно какое-то чувство отдельного состояния, одиночества, отделенности от других людей. То есть, даже при наличии пары. Или пассивность в жизни. Ну, то есть, когда у тебя там, не знаю, ничего не происходит. Дом, работа. Ты не замечаешь, как проходят дни, они все тянутся, с одной стороны, как резиновые, с другой стороны, похожи друг на друга, и ты даже не понимаешь, сколько прошло, месяц, день, год, сколько. И вот бывает такое застойное состояние, да, как такой путь для вас, опыт тоже свой, но вы ничего не делаете, чтобы, ну, попасть в какие-то приключения, потому что, ну, уже, либо, допустим, уже набывались там, либо, может быть, хотите спокойной жизни, да. Хорошо, давайте посмотрим, грозит ли вам в ближайшее время какая-то опасность. Время с момента просмотра, да. Угрожает ли вам что-нибудь? Вообще какая любая опасность. Смотрим. Так, император, солнце, пятерка пентаклей, императрица, шестерка кубков, десятка кубков. Вот, знаете, по этим картам может быть только одна опасность небольшая. Это то, что какой-то человек, мужчина, император, да, очень резко, как вспыхивает, как солнце. То есть вам кажется, что это, ну вот точно можно доверять мужчине. И он точно весь представительный, ухоженный, приятный. И дальше идет пятерка пентаклей, обеднение через этого мужчину, потеря денег. Поэтому вам нужно быть аккуратнее с теми, кому вы как раз-таки больше всего доверяете. Не давайте в долг в ближайшее время. Вам кажется, что 100% там через 2 дня человек отдаст, но это неправда. Потом, значит, не соглашайтесь на поручительство, на залоги, на то, чтобы уступить кому-то в чем-то, вот в плане денег, особенно мужчинам. То есть человек вам покажется, не знаю, там супер-друпер, красивый, ухоженный, талантливый, харизматичный, приятный. Ну вот ему-то точно можно доверять, а вот ему-то точно нельзя, да. А в целом вас ждет, ну, более-менее благополучный период в жизни. Но я бы не сказала, что будут яркие моменты, ну, за исключением ограбления, да. Ну, или там обмана на деньги. А скорее спокойная какая-то жизнь обычная. Ну, вот знаете, вот как в своей, не знаю, тарелке, в своей семье, в своей зоне комфорта. Потом что еще увидела? Император, императрица в раскладе. Ребенок по шестерке кубков, да. То есть как будто муж, жена, ребенок. Вот может быть улучшение в плане личной жизни. Но еще раз говорю, что вот, да, от какого-то мужчины может идти обман, которому вы доверяете, или он даже сам не знал, что вас обманывает, да. Может, не знаю, там, потеряет деньги ваш муж, например. Будьте внимательны, предупредите его. Идем к третьей позиции. Снеговик. Первая карта, в какой ситуации жизни вы сейчас находитесь, момент просмотра, да?
Десятка пентаклей. Хорошая карта, семейная. Может быть, у вас семья есть, может, благополучный рабочий коллектив. Деньги тянутся к вам. Решаются вопросы, возможно, с жильем, с недвижимостью. Силы семьи и рода поддерживают вас. Вот я бы сказала, вы живете в более-менее благополучной ситуации или в спокойной ситуации жизни. Ну и в то же время идет прибавление, а не убавление сейчас. Или вот предстоит, да? Что-то очень хорошее, я бы сказала. Положительные перемены, может, вообще к лучшему в жизни. К благополучию, благосостоянию, к становлению семьи или в плане там личной жизни, да, улучшение, что взаимные чувства, взаимная любовь, рождение детей, ну, что угодно вот такое хорошее в плане семьи и работы, да, и даже здоровья. Давайте посмотрим, грозит ли вам при этом всем какая-то опасность в ближайшем будущем, да. То есть это важно сейчас. Повешенный. Так. Двойка пентаклей. Шут. Двойка жезлов. Рыцарь кубков. Пятерка мечей. Ну, смотрите, тут, в принципе, я бы сказала, есть, да. Потому что у вас вот повешенный двойка пентаклей и шут могут показывать, ну, какую-то неразбериху. То есть идет ситуация, когда ты долго не можешь понять вообще, что происходит. Возможно, с деньгами. Или, возможно, по поводу ребенка, да. То есть тут у нас и то, и другое может фигурировать. Если с деньгами, то путаница какая-то финансовая. Ну, допустим, отправили деньги не на тот счет. Если с ребенком, ну, ребенок мог взять деньги и потерять, или взять у вас из кошелька деньги дома, допустим, или потратить не туда, или, допустим, вы ему сказали сделать то с деньгами, он сделал другое, да. То есть вот сразу же об этом карты. И дальше, значит, мы видим ссору с мужчиной еще. То есть опасность конфликта с мужчиной, возможно, знака воды. Или влюбленного в вас, если вы женщина. Почему-то не оправдал ожиданий ваших. То есть, неважно, мужчина вы или женщина, какой-то мужчина не оправдывает в ближайшем будущем ваших ожиданий, и вы с ним ссоритесь. Причем довольно сильно. Не знаю, кто в этой ссоре победит, но тут дело даже не в этом, а в том, что можно этого избежать, да, этого конфликта. Но, с другой стороны, карты могут здесь просто показывать какую-то поездку с мужчиной. То есть не опасную совершенно, да, а просто, что нужно с мужчиной куда-то съездить по важным делам. Ну, конечно, эти дела какие-то трудные, да. Но это, опять же, уже не опасность, а просто дело важное какое-то. Ну вот либо то, либо другое. Но будьте осторожны и внимательны. То есть не вступайте ни с кем в конфликты. Ну, такой у нас сегодня получился расклад. Пишите свое мнение. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Подпишитесь обязательно на канал и лайв, потому что я вижу, что большая часть людей, которые его смотрят, не подписаны. И до новых встреч.